Здравствуйте, меня зовут Буяджар Абдыкадырова. Я эксперт по финансовой грамотности. Я работаю в сфере финансов более 20 лет. Я работала по всей Центральной Азии по вопросам кредитования, по финансовой доступности и финансовой грамотности. На этом канале мы разбираемся, как управлять своими деньгами, как избегать ошибок, ловушек и как достичь финансовой свободы. Я не обещаю вам, что научу вас стать миллионерами за один месяц, чудес не бывает, но вы точно станете богаче, если будете следовать моим рекомендациям. Подписывайтесь на мои соцсети, будет интересно. Сегодняшнее видео приурочено к Всемирному дню сбережений. Всемирный день сбережений отмечается по всему миру уже 100 лет. Цель этого мероприятия – привить культуру сбережений, чтобы все люди научились и практиковали накопление денег на какие-то будущие цели. Эта тема может звучать как скучно, но на самом деле финансовой свободы не достичь без наличия сбережений, без каких-то накоплений. Сбережения очень важны, потому что они помогают собрать деньги на крупные покупки. И вторая цель – это создать финансовую подушку безопасности или запас денег на непредвиденные случаи. Без сбережения невозможно представить финансовую стабильность отдельного человека или семьи, или страны. Поэтому финансовая свобода невозможна без умения отложить какую-то часть денег на будущее. Я часто замечаю, что у нас в СНГ люди путают сбережения и инвестиции. Дело в том, что сбережения люди делают для того, чтобы у них были деньги в будущем и как-то защитить эти деньги от инфляции, от потери из-за инфляции. А цель инвестиций – это и защита от инфляции, и еще, чтобы через какое-то время эти деньги или какие-то другие активы начали приносить доход. То есть в этом разница между сбережениями и инвестициями. Сбережения, они для того, чтобы создать какой-то запас, и чтобы при этом эти деньги, пока вы их накапливаете и держите, не обесценились из-за инфляции. А цель инвестиций – также вложить сегодня деньги, чтобы в будущем иметь их в распоряжении, также защищенными от инфляции, но при этом инвестиции еще должны приносить какие-то доходы. И у сбережения, и у инвестиций есть одна общая цель. Это вложить деньги сегодня, чтобы иметь деньги в будущем. То есть мы отказываемся от потребления части денег сегодня, чтобы иметь их в большей сумме в будущем. Поэтому в контексте этого видео давайте будем рассматривать примеры и сбережений, и инвестиций. Я бы хотела поделиться своими наблюдениями касательно эффективности сбережений и инвестиций, которые популярны в нашем регионе. Я уверена, что вы думали об этом и вы практикуете такие способы вложения денег в свое будущее. Я бы хотела обсудить 5 наиболее популярных, но, на мой взгляд, неэффективных способов сбережений и инвестиций, а потом рассказать о 5 непопулярных, но на самом деле эффективных способов вложения денег в свое будущее. Итак, топ-5 неэффективных, но популярных способов сбережений и инвестиций. Первое – кошумча натои. Второе – криптовалюта. Третье – домашний скот. Четвертое – золотые украшения. Пятое – псевдоценные бумаги. Давайте разберем каждый пункт по порядку. Кошумча натои – это подарок на свадьбу или какое-то другое мероприятие. Это очень распространенная практика по всей Центральной Азии, не только в Кыргызстане. Я сейчас вот зачитаю. В Казахстане кошумча называется, оказывается, шашу или той конакасы. В Узбекистане это называется салом или пултой. А в Таджикистане чойпули или сарпо. Подарки на свадьбы и другие мероприятия с социальной точки зрения это хороший инструмент
укрепление сообщества, укрепление связи между людьми. Это очень хорошее дело, когда люди вместе собираются и празднуют, и поддерживают друг друга. Но, к сожалению, с точки зрения сбережения, это абсурдно неэффективный способ. Позвольте мне объяснить, почему я так считаю. Первая проблема кошумча на тое – это то, что эти кошумча не защищены от инфляции. Многие могут сказать, ну, можно тогда носить в конвертах не сомы, а доллары. Дело в том, что доллары тоже подвержены инфляции. То есть какие из-за этого возникают недостатки у кошумча? Допустим, вы 10 лет назад отнесли на свадьбу сына вашего одноклассника $100. А потом прошло вот 10 лет, и ваш одноклассник приносит $100 на свадьбу уже вашего сына. Дело в том, что доллар тоже теряет свою покупательскую способность, несмотря на то, что доллар США более стабильная и крепкая валюта, чем наши местные валюты. Так, за период с 2010 до 2019 года, согласно данным, доллар подешевел на 14%, то есть он потерял свою покупательскую способность. Другими словами, вы подарили $100, а получили обратно $86. Это тоже как бы приводит к несостыковкам в планировании личных финансов. Другая проблема с кошумча, с этими конвертами, которые люди дарят друг другу на свадьбах, на других торжественных мероприятиях, в том, что бывают случаи, когда вы кому-то носили эти конверты, но эти люди потом к вам не пришли. То есть вы, получается, если мы будем сравнивать кошумча с депозитами, получается, вы потеряли свой депозит. Также бывают случаи, что когда, допустим, вы носили свою кошумча каким-то своим родственникам или знакомым, но потом вы переехали. И потом вам нужно ездить на это тое, но за это время расходы, из-за того, что вы переехали, ваши расходы на дорогу выросли. И, соответственно, получается, что когда вы теперь ездите на тое, ваши расходы на самом деле уже в 2 раза больше. Еще одна проблема, вот я могу привести конкретный пример. Одна моя коллега рассказывала, как ее мама много лет носила кошумча на тои в течение 10-15 лет, на все тои, на которые ее приглашали, и ожидала, что когда она женит своего сына, эти деньги все вернутся. Часть этих людей, к которым она относила подарки, просто не пришли, а часть пришли на свадьбу, но принесли ровно ту сумму в сомах, которую они получали 10-15 лет назад. То есть они вот недавно, это была свадьба, приносили в конвертах по 500 сом. И они привели с собой очень много детей, там, маленьких детей в ресторан, которых тоже посадили рядом с собой. А в ресторане, вы знаете, за каждое место довольно большая сумма оплачивается. И в итоге эта семья не смогла даже часть своих расходов на ресторан покрыть за счет тех сумм, которые им подарили и на которые они так рассчитывали. В итоге из-за таких ситуаций бывает очень много конфликтов, разбирательств, рушатся родственные и дружественные связи. И поэтому я считаю, что кошумча на тое в нынешнем формате, в существующем формате, является очень неэффективным способом сбережений. Теперь давайте поговорим о криптовалюте, а точнее о криптоактивах. Я считаю этот способ сбережения неэффективным, потому что в нашей стране сейчас нет должного регулирования, нет должной прозрачности. И я видела очень многих людей, которые потеряли свои деньги, понадеявшись заработать за счет такого вида сбережений. Приведу примеры. В 2021 году я как-то проводила тренинг в одном селе, и местные жители рассказали, что они довольно большие суммы отдали каким-то приезжим аферистам, как я поняла, потому что их загипнотизировали словечками криптовалюта, криптоактивы, инвестиции и так далее.
усыпили их бдительность обещаниями об огромных прибылях, которые их ждут в ближайшее время. Собрали деньги, какие-то бумажки подписали, которые никакой юридической силы не имеют, и исчезли. Через еще 2-3 года я была уже в другой области, тоже проводила какое-то мероприятие. Ко мне подошла бабушка и рассказала, что вот она тоже вложила сбережения своей семьи, то есть вся семья собирала деньги на приобретение жилья, а бабушку уболтали какие-то приезжие мошенники и представили, когда она описала, как эта организация работает, я поняла, что это просто финансовая пирамида. Ее убедили, что они вложат ее сбережения в криптоактивы, и также исчезли. То есть какое-то время они выходили на связь, говорили, да, вот получается, да, не получается, а потом уже перестали отвечать на звонки. И там была довольно большая сумма для этой семьи. Я представляю, какие катастрофические масштабы эта якобы инвестиция имела. Поэтому я считаю, вот в нынешней ситуации, с учетом того, что сейчас работа с криптовалютой, с криптоактивами недостаточно понятна, это достаточно опасный способ сбережений. И здесь, я думаю, есть такое выражение: опасно не отсутствие знаний, а иллюзия их наличия. То есть люди где-то там краем уха услышали, что криптовалюта – это круто, что надо делать инвестиции. Из-за недостатка информации, из-за недостатка ясности каких-то вопросов они теряют деньги. Таким образом, я считаю, что сбережения или инвестиции в криптоактивы являются высокорисковыми сбережениями. При желании можно держать часть своих денег в высокорисковых сбережениях, потому что обычно чем выше риск, тем выше доход. Но я бы посоветовала следовать определенной пропорции. Есть такой экономист и эксперт по прогнозированию, его зовут Насим Талеб, он автор таких известных книг, как «Черный лебедь» и «Антихрупкость». Он советует держать в высокорисковых и высокодоходных активах не более 10% своих сбережений. А 90% своих денег он советует держать в самых надежных активах, которые обычно имеют самый низкий доход. То есть здесь все логично. 90% своих денег вы вкладываете в что-то очень надежное, которое понятно, где все гарантировано, и есть какая-то защита ваших денег, но где прибыль меньше. А 10%, как советует Насим Талеб, и я с ним согласна, вкладывайте в очень высокоприбыльные формы сбережений, которые, к сожалению, бывают еще и высокорисковыми. Теперь давайте рассмотрим такой вид сбережений, как домашний скот. Зрители могут не согласиться со мной, потому что в нашем регионе, в Центральной Азии, скотоводством занимаются уже много лет, и эффективность скотоводства как одного из видов сбережения и инвестиций доказана веками. Но я могу привести такой аргумент. Скотоводство сейчас может быть прибыльным, если вы занимаетесь скотоводством основательно. Допустим, выращиваете только породистый скот или следуете передовым технологиям сельского хозяйства. Приведу пример. Один мой знакомый, он работает учителем математики в сельской школе, решил проанализировать рентабельность вот его домашнего хозяйства. Дело в том, что его семья занимается двумя видами агробизнеса. Они разводят коров и выращивают малину. В течение года он записывал каждую копейку, которую вложил и в разведение коров, и в выращивание малины.
в конце года просчитал, посмотрел, проанализировал и понял, что ему на следующий год не нужно уже заниматься скотоводством, а надо сфокусироваться только на выращивании малины. Я не призываю вас приостановить скотоводство и заняться только выращиванием ягод. Каждый случай индивидуален. Решение надо принимать на основе расчетов. Но проблема в том, что многие занимаются домашним скотом уже по инерции и особо не анализируя, и не осознают, что, возможно, их домашний скот давно уже не приносит никакого дохода и не является рентабельным видом деятельности. Поэтому я считаю, что сбережение в виде домашнего скота без применения передовых технологий сельского хозяйства, без подхода к скотоводству как к бизнесу является неэффективным способом сбережения. Подробнее о том, как можно рассчитать рентабельность своего бизнеса или как оценить уровень своей финансовой грамотности, я рассказываю в своем телеграм-канале и в инстаграме. Подписывайтесь. Следующий пункт – это сбережение в форме золотых украшений. Многие со мной могут не согласиться и сказать, что это один из проверенных временем форм сбережений, потому что золото обычно всегда дорожает, оно редко когда дешевеет в долгосрочной перспективе. И на самом деле мне как женщине тоже нравится думать, что золотые украшения – это вклад в будущее. Но в то же время я понимаю, что когда мы покупаем золотые украшения, мы их покупаем как дизайнерское изделие. А когда мы продаем, их у нас скупщики золота покупают как лом. И тогда разница в покупной и в продажной цене золотых украшений бывает 2 и более раз. Поэтому как сбережение золотые украшения неэффективны. Хотя бывают исключения. Если какое-то золотое украшение изготовлено каким-то именитым ювелиром и может рассматриваться как произведение искусства, такой вид инвестиций или сбережений можно считать перспективным, но это бывает редко, и большая часть золотых украшений теряет в своей стоимости при последующей продаже. Поэтому я считаю этот способ сбережений неэффективным. Следующий способ сбережений, который я считаю неэффективными, это когда люди вкладывают в псевдоценные бумаги. Почему псевдо? Потому что на самом деле это не ценные бумаги. Опять же, история похожая на историю с криптовалютой и с криптоактивами. Люди начали интересоваться финансовой грамотностью, получают какие-то знания из разных источников, и кто-то где-то слышал, что ценные бумаги – это хорошо. Да, настоящие ценные бумаги – это хорошо. Но проблема в том, что сейчас очень много мошенников, которые продают менее осведомленным людям под видом ценных бумаг просто Филькины грамоты, которые никакой юридической силы не имеют, и, соответственно, никакую прибыль никогда не будут приносить. Проблема в том, что часто под видом ценных бумаг продают людям какие-то фальшивые бумажки, и ценность этих бумажек даже меньше, чем сама эта бумага. Это просто макулатура. И это часть финансовых пирамид. Поэтому, если вы еще хорошо не разобрались, как управлять ценными бумагами, я советую не вкладываться в ценные бумаги, которые выглядят подозрительно, которые вам продают какие-то непонятные люди. И поэтому я считаю этот способ сбережения не только неэффективным, но и опасными. Настоящие ценные бумаги продаются через специалистов и организации, которых контролирует государство в лице Госагентства финансового надзора, Госфиннадзор, если коротко сказать. То есть настоящие ценные бумаги, да, они могут быть хорошим видом инвестиций, но они не продаются с рук откуда-то от непонятных людей. Их нужно покупать у лицензированных брокеров через специальные финансовые фирмы, деятельность которых регулирует государственный орган. В Кыргызстане этот орган называется Госфинадзор.
Первый способ – депозиты в коммерческих банках. Старшее поколение скептически относится к этой идее держать сбережения в банках, на депозитных счетах. И их можно понять, потому что в 90-е годы обанкротились несколько банков, и все эти вклады были потеряны. Сейчас такой проблемы нет, потому что, допустим, у нас в Кыргызстане есть агентство по защите депозитов. И в случае банкротства банка, в котором вы держали ваши сбережения, это агентство выплачивает вам сумму до 1 миллиона сомов. У зрителей может сложиться мнение, что, наверное, получить деньги через агентство по защите депозитов сложно или невозможно. 14 лет назад такая ситуация у нас, к сожалению, в стране уже была, когда один банк не мог выплатить вклады населения. Вместо этого банка эти деньги выплатило наше агентство по защите депозитов. Так что это работает, это уже было однажды проверено на практике. С тех пор у нас не было случаев необходимости в выплате этих компенсаций через агентство по защите депозитов. Но в случае сбережений, в случае, когда вы накапливаете ваши сбережения на банковских депозитах, вы должны быть осторожны. Расскажу вам два примера. Первый пример – это когда человек работал в банке и помогал своим соседям оформлять документы, из-за чего соседи подумали, что отныне они могут относить деньги, свои депозиты к нему домой. И он говорил: да, вы можете приносить ко мне домой, хоть вечером, хоть когда, я потом завтра отнесу в кассу, сдам, и ваши депозиты будут пополняться. Оказалось, что этого человека давным-давно уже уволили из банка, и он эти деньги не относил в банк. Поэтому, каким бы надежным вам ни показался какой-то ваш знакомый, убедитесь в том, что депозит на самом деле попал на ваш счет в банке. В той истории, когда люди пришли в конечном итоге в банк, банк сказал: мы ваших денег не видели, не знаем, и этот человек у нас давно не работает, и вам не надо было относить к нему домой ваши деньги. Второй случай был такой. Какая-то организация ездила по селам и собирала деньги у людей, обещая им очень выгодные условия. В то время мой дядя работал в том Айлюкмөтү, он позвонил мне и попросил проверить эту организацию. Я зашла на сайт Минюста, и оказалось, что эта организация действительно зарегистрирована, то есть она существовала легально. Но проблема была в том, что у этой организации не было разрешения на привлечение вкладов населения. То есть вы должны понимать, что даже если какая-то организация реально существует как юридическое лицо, это не означает, что они имеют право брать ваши депозиты, ваши сбережения. И, соответственно, что есть риск того, что эта организация потом с вашими деньгами исчезнет. Поэтому перед тем, как доверять свои деньги, убедитесь, что вы вносите деньги в официальный банк, у которого есть действующая лицензия, то есть разрешение от Национального банка на привлечение вкладов от населения. Следующий пункт – это инвестиции в качественное образование и здоровье себя и своих детей. У вас может возникнуть ощущение, что это как-то звучит избито, потому что это то, что вы часто, возможно, слышите от различных коучей, тренеров и так далее. Но на самом деле это действительно очень важно. Приведу пример. Была такая история, что одна девушка решила накопить определенную сумму во что бы то ни стало. И она на полгода сократила потребление всего до минимума. И полгода эта девушка питалась вот этой лапшой и пила колу. И больше она ничего не ела. То есть фрукты, овощи, мясо, все, что нужно для ее организма, она ничего этого не ела. И очень, получается, плохо питалась. Через полгода она смогла собрать ту сумму, которую хотела.
Но проблема была в том, что здоровье ее было подорвано. Поэтому самое лучшее сбережение и инвестиции – это когда вы следите за своим здоровьем и вкладываете в свое образование. Помимо этого, получение хороших навыков, востребованных на рынке труда, позволит вам получать работу с более высокой зарплатой. Постоянно нужно учиться, а не сидеть и ждать, когда Вселенная вам принесет на блюдечке хорошие доходы, и не надеяться на свой первый и единственный диплом, который вы когда-то давно получили. Сейчас такое время, что нужно и можно обучаться всему новому на постоянной основе и получать от этого такую же выгоду, как и от инвестиций, от других финансовых инвестиций. Поэтому инвестиции в здоровье и образование себя и своих детей – это один из самых эффективных, хотя у нас пока не популярных способов инвестиций. По поводу этого способа сбережения инвестиций у вас может возникнуть вопрос, как инвестировать в свое здоровье и свое образование, если недостаточно денег. Я сама много лет работаю бизнес-тренером, веду тренинги и платные, и бесплатные. И могу вам сказать, что я сейчас не продаю свои услуги, а советую вам в первую очередь поискать бесплатные ресурсы самообучения, потому что сейчас, слава богу, очень много возможностей на разных языках, на разные темы. Вы можете много чему научиться бесплатно. Поэтому перед тем, как принимать решение о том, чтобы платить за какие-то курсы, сначала поищите. Скорее всего, эти же материалы доступны бесплатно. И только после того, как вы исчерпаете все возможные доступные бесплатные ресурсы, я вам советую только после этого рассматривать платное образование. Вклад в собственный бизнес. Здесь вы можете сказать: Буаджар, ты что, самая умная? Какой бизнес? Ведь для того, чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. На самом деле это не так. Бизнесом можно назвать любое дело, где вы вкладываете свои деньги, время и усилия и зарабатываете. Потом это заработанное, опять же, инвестируете обратно в свой бизнес и потихоньку расширяете и увеличиваете обороты своего бизнеса. Вы также можете сказать: да какой бизнес, так много препятствий, высокие налоги, дорогие кредиты. Это вот одна из таких популярных причин, которые называют, когда речь идет о том, что выгодно вкладываться в свой бизнес. Да, бизнесы, многие открываются, многие прогорают, но истинные предприниматели, если даже что-то не получилось, начинают, продолжают, останавливаются и дальше пробуют что-то другое, и в итоге у них все хорошо получается. Это вклад в свой бизнес – это один из самых потенциально высокоприбыльных способов инвестиций. Приведу пример. Я была свидетелем создания и роста такого малого бизнеса, который сейчас уже стал, можно сказать, не мало, а средних размеров. Я была свидетелем, потому что я сама лично заняла этому человеку 600 евро на прохождение полугодового курса. В итоге с такой минимальной суммы был создан небольшой бизнес. Через реинвестицию, заработанную обратно же в этот бизнес, через постоянное повышение квалификации, этот бизнес сейчас дорос до 2 салонов красоты с очень хорошими оборотами, с хорошей клиентской базой и со своим именем на рынке. Поэтому я считаю, что вклад в бизнес – это один из самых лучших способов инвестиций. Следующий способ инвестиций, который я считаю эффективными, это инвестиции в золото и серебро в слитках и монетах. Когда вы слышите слитки, вы, наверное, представляете большие слитки, которые мы видим в фильмах, но слитки на самом деле могут быть очень маленькие. То есть этот способ инвестиций доступен людям и с небольшим доходом.
Например, я инвестирую, я покупаю серебряные монеты. Есть мнение, что через 20-30 лет серебро может стоить столько же, сколько и золото, либо даже дороже. Поэтому лично я предпочитаю приобретать серебро не в виде украшений, повторю, а в виде монет или небольших слитков. При этом, когда вы инвестируете в золото или серебро, важно понимать, что речь идет о золоте и серебре не в виде украшений, а в виде слитков, больших, небольших, или монет. При этом они должны, каждая маленькая монета или даже каждый маленький слиток, он должен быть в целой упаковке, и каждый, даже маленький слиток или монета имеет документ. И их нужно приобретать только у Национального банка. С недавнего времени можно также покупать в компании «Кыргызалтын». Мой вам совет – идите и покупайте золото и серебро. Серебро сейчас дешевле, значительно дешевле, чем золото, в монетах, в слитках, потому что через 10, 20, 30 лет цена на них вырастет. Когда мы говорим об инвестициях в золото и серебро, надо понимать, что это не является краткосрочным сбережением. У нас вот несколько лет назад была такая история. Наш президент сказал по телевизору, что золото – это хорошая инвестиция. Многие люди побежали, купили, а потом массово начали продавать через 2-3 месяца. Видимо, они думали, что вот ожидали, что золото подорожает за 3 месяца, но именно из-за того, что очень много людей хотели одновременно продать золото, цены наоборот упали и были недовольны. И потом Национальному банку пришлось даже публиковать разъяснение, что золото – это не краткосрочные какие-то сбережения или инвестиции, что обычно золото может цена колебаться в краткосрочной перспективе, как в сторону роста, так и в сторону снижения стоимости. Но в целом золото, если смотреть в перспективе 10, 20, 30 лет, оно всегда дорожает. Поэтому это надежный способ инвестиций. Инвестиции в ценные бумаги отечественных организаций, компаний и в зарубежные компании. Когда я советую инвестировать в ценные бумаги, если у вас доходы выше среднего, потому что если у вас небольшой доход, то вы не получите быстрого эффекта от ценных бумаг. Но когда у вас достаточный доход, то как второй шаг, после того, как вы начнете, допустим, копить на банковском счете, вы можете рассмотреть вариант инвестиций в ценные бумаги. Ценные бумаги дают в краткосрочной перспективе меньше дохода, но в долгосрочной перспективе это хороший вид инвестиций. Более того, здесь есть еще один такой плюс. Если вы получаете дивиденды от ценных бумаг отечественных, то есть кыргызстанских, ваш доход от дивидендов не облагается налогом. То есть у нас законодательство позволяет, и это выгодно, приобретать акции местных компаний и получать дивиденды. Но опять повторю, что речь идет о настоящих ценных бумагах, которые реализуются через биржу и которые вы должны приобретать у соответствующих организаций после подписания письменного договора. И эти организации должны работать на основе лицензии от Госфиннадзора. Вообще о ценных бумагах я могу рассказать в одном из будущих видео. Мы можем разобрать, что такое голубые фишки, где их приобретать, какие виды ценных бумаг бывают, потому что ценные бумаги – это не один вид инвестиций. Они отличаются друг от друга доходностью и рисками. Так что это отдельная тема для разговора. Подытоживая, я могу сказать, наверное, вы заметили, что топ-5 неэффективных, но популярных и топ-5 эффективных, но не популярных способов вкладывания в свое будущее во многом пересекаются.
Да, и здесь суть в деталях. То есть детали имеют значение, потому что не все золото – это надежная инвестиция, то есть есть разница между золотыми украшениями и слитками, приобретенными у надлежащих поставщиков. А также касательно ценных бумаг, перед тем, как инвестировать в ценные бумаги, убедитесь, что это на самом деле настоящие ценные бумаги, а не какая-то подделка. Для того, чтобы научиться разбираться в этих деталях, мы здесь с вами и собрались. Подписывайтесь на мои соцсети, а подробнее о том, кто я такая и почему я вам рассказываю об этом, о сбережениях, об инвестициях, о финансах, вы можете прочитать на моем сайте по следующему адресу. Увидимся в следующем видео.